Героиня нашего сегодняшнего репортажа – ленчанка. Родилась и выросла в Ленском районе. А вот родители девушки приехали в Якутию на заработки в 1989 году. Мама всю жизнь работала в детском саду воспитателем, папа – вальщиком леса. Папа родился в Нижегородской области, мама в Иркутской. Мой папа был младше мамы почти на 10 лет. Вот, и на тот момент, когда они познакомились, мама, у нее был третий брак. То есть папа – это ее третий муж. Она была замужем 2 раза. От второго брака у нее тоже были старшие дети. Ну вот так сложилось, что приехал такой молодой красивый парень на заработки, встретил, полюбили друг друга и поженились. Вот. И от третьего брака с моим папой у мамы родилось 2 детей. Это я и моя сестра. Я в семье самая младшая, поздний ребенок. Родилась я в 90-м году. Маме моей на тот момент было 41 год. Анастасия рассказывает, что несмотря на то, что она росла в большой семье и была самым младшим ребенком, ущемленной себя она никогда не чувствовала, даже наоборот. Семья, признается Настя, была у них небогатая, денег не хватало, жили очень скромно, даже игрушки дети брали со дворов. Детство проходило сложно. Нелегко потом давалась девочке и учеба в начальной школе, когда она попала в экспериментальный класс. Это были такие какие-то сложные по математике примеры, то есть вот у меня в памяти это очень так осталось. Первая учительница у меня была Багидаева Алена Борисовна, очень всегда с теплотой ее вспоминаю. Вот. Она была нацелена на, скажем так, творчество в детях, в развитие вот этого творчества. И, наверное, это дало первый такой шажок, первый толчок к тому, что я стала развиваться именно в творческом плане. В школе я училась хорошо, где-то были 3, где-то были 4, но в целом неплохо. Время шло, девочка росла. Потом подошел переходный возраст и сложности, связанные с ним. Совпало это все со смертью отца. В поисках себя, наверное, как-то психологически разорвалась на 2 компании. Компанию плохую и компанию хорошую. И поняла, что хорошо это учиться, хорошо это выступать в каких-то различных театрализованных постановках, как раз-таки вот тогда вот это все и началось. Постоянно в школе нас привлекали ведущими, различными, там в сценках мы участвовали, опять-таки ходили в парк, там тоже была театральная студия, мы там выступали. И как-то, наверное, может быть, голос какой-то у меня был такой хороший, как-то везде меня хватали, да. Но сейчас уже, будучи в сфере культуры, я понимаю, что если ребенок, есть у него какие-то данные, допустим, вокальные или творческие, или хотя бы просто сценические, конечно, мы с ними работаем, с этими детьми, потому что с ними очень просто, да, их можно развить и делать мероприятия на высоком уровне. Сама Настя в детстве не посещала никакие дополнительные кружки. Ее они не интересовали. Девушку больше привлекало участие в городских мероприятиях, где она выступала в роли ведущей. Это были и коммунарские сборы, и КВН, и еще масса подобных. С самого детства у героини нашего репортажа была любовь к сцене. На ней девушка себя чувствовала уверенно, спокойно. Своей жизни без нее она не представляет. Дружим мы, наверное, уже более 20 лет. Мы вместе со школы, мы учились вместе в одном классе, и, наверное, какое-то сходство темпераментов или взглядов на жизнь нас объединило. Настя была с маленького такая вот именно с выдающимися такими лидерскими качествами. И даже был случай, это было, наверное, в 1 классе или, может быть, во 2, когда была постановка, все стояли в линиях, у Насти было место где-то, не впереди, и вот во всех этих танцах в какой-то момент она оббегает всех и становится вперед. Конечно, тогда это вызвало кучу негодования, но это вот ее такая личная черта. Она всегда хотела показать себя, и нужно сказать, что ей всегда было что показать. Ее творческая натура, ее стремление к развитию и к тому, чтобы показать, что есть такие, у нее всегда были необычные идеи, и она стремилась их как-то реализовать, начиная от каких-то творческих кружков, в которых мы занимались, также в обыденной жизни, даже банальное поздравление на день рождения она старается сделать как-то необычно, что-то придумать, чтобы это было душевно и чтобы людям это запоминалось. Во всех секциях, во всех кружках мы участвовали практически всегда вместе. Начиная от КВН, заканчивая театром моды, мы всегда с ней были рука об руку в одном коллективе. И поэтому у нас есть очень много этих совместных воспоминаний, таких ярких, когда мы в своем в детстве, в юношестве
Мы всегда занимались чем-то, каким-то творчеством. Мы делали, наверное, все, и танцевали, и пели, и показывали спектакль. Настя, она вот именно такой человек, который вот талантливый во всем. Екатерина признается, что как подруга Настя отзывчивая. Если приходишь к ней за советом, то она выслушивает не поверхностно, а глубоко проникает в проблему и обязательно дает ценный совет, к которому девушка всегда прислушивается. Ее советы, они такие довольно, я бы уже сказала, мудрые, потому что когда вот бывает, я рассказываю что-то о себе, она дает мне советы, думаю, господи, мне бы хоть чуть-чуть вот этой мудрости, которая у нее есть. Закончив 11 класс, Настя твердо знала, что хочет связать свою жизнь только с культурой. 16 лет я, наверное, вот этот возраст определю, четко определилась, где мое место, чего я хочу, что мне нужно закончить школу. Так получилось, что когда папа был жив, у нас еще была возможность, ну как мы планировали, да, что я поеду учиться, образование было, естественно, платным, мы думали, может быть, я поступлю на бюджет, ну то есть какие-то решения были. А когда папы не стало, было точно и четко понятно, что учиться я за свой счет не смогу, то есть у нас не будет на это возможности. Осталась мама, я как бы, ну и все. И здесь появилась тогда только открыли эту программу по образованию, да, о том, чтобы обучать молодых выпускников ленских, чтобы они получили образование высшее по нескольким направлениям. И я подала заявку. Подала заявку совершенно не задумываясь, куда я пойду учиться, кем. Был шанс, и я его как бы, мне мама тогда очень помогла, она говорит, нужно. Сдала все документы, и, получается, мы сдали экзамены вступительные, ЕГЭ. Тогда, помню, ЕГЭ только-только ввелось, и все учителя говорили о том, что проходной балл очень важен, что в институте мы не сможем поступить в институт, поэтому к вот этим экзаменам ЕГЭ я очень серьезно подошла. Я помню, что я понимала, что пойду в гуманитарий, то есть не в техническую профессию, а куда-то вот либо творчество, либо психология, что-то с этим связано. И я нацелилась на русский язык и литературу. И Анастасия сдала, получила высокий балл, подала документы на участие в программе в районную администрацию и забыла. В это время устроилась на работу официанткой в летнее кафе. Потом мне позвонила моя подружка, сказала о том, что тебе нужно идти срочно в администрацию, и твои документы приняли на доработку. В общем, я прибежала, и так получилось, это был август, начало августа. И мне сказали специалисты, в то время я уже даже не помню, кто там был, о том, что вот у меня 2 недели на то, что на все про все. То есть выбрать факультет, выбрать, куда я хочу, в какой город, что я хочу. Вот 2 недели, иначе все приемные комиссии будут закрыты, и вот у тебя есть срок. В то время никто такие решения не принимает в ППХ. Это твое будущее, это очень важно. И даже я это понимала, будучи еще как бы, да, молодой, такой юной. Но ничего не оставалось делать, мы с мамой пошли в библиотеку. То есть первое наше такое было действие, мы пришли в библиотеку, в центральную, там были, тогда же не был развит вот настолько, да, этот интернет, там лежали вот эти большие тома книг всяких с институтами, то есть мы начали выбирать. И я выбрала город Омск. Выбрала я его совершенно случайно. Для меня было почему-то важным не выбирать место, куда едут твои одноклассники. Потому что было такое мнение, что вот куда все едут, туда и я. Мне казалось, что я должна быть вот особенной, должна выбрать место такое, никуда все. Я выбрала Омск, не знаю почему, вот понравилось мне, видать, то, что было написано в этом буклете. Институт, не институт, это университет государственный имени Федора Михайловича Достоевского, и там был факультет культуры и искусств. Вот я туда поехала поступать. Поступила Анастасия на коммерческое отделение, и обучение студентки все 5 лет оплачивала районная администрация. Настя старалась соблюдать все поставленные условия. В ином случае оплачивать свою учебу ей бы пришлось самой. В Ленском районе существует программа с 2013 года «Подготовка кадров к приоритетным отраслям экономики». Анастасия в том числе училась по данной программе. Анастасия одна из первых поступила по линии культуры на режиссера и одна из первых, кто вернулся в Ленский район и устроился в управление культуры на должность режиссера.
После 4-го курса университета Настя приехала на каникулы домой. Встретила своего будущего мужа, забеременела и родила двойню. Заканчивая университет, девушка уже с 2 детьми на руках. Не взять академ отпуск и не бросить учебу героини нашей передачи помогли мама и свекровь, которая забрала двойняшек на несколько месяцев к себе домой, а невестку отпустила учиться. Было сложно, рассказывает Настя, но благодаря поддержке близких она окончила университет. Сразу после окончания учебного заведения девушка устроилась на работу на половину рабочего дня в городское управление культуры. Как и мечтала, она стала организовывать городские мероприятия. Тут же девушка, как молодой специалист, стала участником программы «Жилище», и через некоторое время она получила денежный сертификат. Добавив часть своих средств, супруги приобрели двухкомнатную квартиру. На протяжении, опять же, многих лет Ленский район является лидером по сумме, которая выделяется из муниципального бюджета на реализацию данной программы. Сегодня мы видим, что наши руководители, молодые руководители, также являлись участниками тех или иных программ нашего муниципального образования Ленский район. Так, виновница торжества Анастасия Юрьевна Захария также получила выплату по молодой семье. У них состав 4 человека, супруг, 2 ребятишек очаровательных. Вот, как вы знаете, что высчитывается данный размер по составу семьи, поэтому я считаю, что это тоже было неплохое подспорье молодой семье в приобретении жилья и, соответственно, улучшении своих жилищных условий. Началась у семьи Захария взрослая жизнь. Отдельная квартира, постоянное место работы, дети. Появились друзья, близкие по духу люди, которые девушку во всем поддерживали. Я с Настей знакома больше 10 лет, еще когда Настя не работала в культуре. Но я на тот момент работала художником в городском парке культуры и отдыха. С нами работала Настина подруга. Настя приходила к нам в парк, мы общались. Тогда я, конечно, не думала, что нас с Настей свяжет так жизнь уже много лет мы вместе. Что о Насте могу сказать? Первым делом, этот человек для меня солнце. Даже когда плохое у Насти настроение, мы все люди, потому что также бывают какие-то проблемы, к ней всегда придешь, и она улыбается. И, конечно, когда у меня проблемы, тоже я к ней прихожу, и я сама тоже начинаю улыбаться. Все как-то забывается, она всегда поддерживает. Но и по работе, конечно же, это оптимист, тоже, который всегда выручит в любой момент. Олеся, так же как и подруга детства Анастасия и Екатерина, охарактеризовали героиню нашего репортажа одинаково. Для обеих она поддержка, опора и выручка. Сегодня уже 13 лет, как Анастасия работает в культуре. Она начинала ее с должности режиссера, много лет работала в городской культуре, после перешла в районную. Организовывала районные мероприятия районного значения в городе, в поселениях. Очень много было работы с селами. И она и сейчас продолжается. То есть такие мероприятия, как там СЭХ, календарные какие-то мероприятия, посвященные Дню Победы. Вот это все районное, конечно, да, проводила я, совместно с молодежной политикой, с другими учреждениями. То есть сценарии лежали, организация вся лежала на тебе? Да, организация таких мероприятий была на мне, да. Сложная, ответственная работа? Она, да, очень ответственная и сложная, но, знаете, сложность, я думаю, заключается в работе с людьми, с разными людьми. Артисты – это такой отдельный вид людей, которых не каждый может понять, да, у них, вот принято говорить, что творческие люди со своими там, грубо говоря, тараканами, да, как бы так. У артистов тоже это есть, у них совершенно другое восприятие. И обычный человек не может это, спокойно к этому относиться. Я научилась со временем относиться к этому спокойно. То есть для артиста, для него может быть какая-то малейшая такая проблема быть просто баснословной трагедией. И охоть и говорить о том, что нельзя так относиться, неправильно. Их нужно понимать, всегда быть очень спокойной, собранной, потому что они этого ждут, им это нужно. Поэтому со временем, конечно, я научилась. Вот в этом была самая большая сложность. Когда я начала ездить уже по поселениям и работать с селами, здесь тоже была сложность. Представляете, у них
такая культура многогранная, да, ее нужно понимать, ее нужно любить. Сейчас, признается Анастасия, она научилась это делать. Девушка добавила, что не устает удивляться и восторгаться якутской культурой, ее многогранностью и величественностью. Также Анастасия ведет и праздники у различных общин. К подготовке подходит индивидуально, ответственно. Каждый концерт, поставленный по ее сценарию, проходит на ура. Концерты, мероприятия, которые у нас городские, районные, какие-то новинки всегда в проведении своих мероприятий, они видны, и всегда она очень переживает за то, чтобы все было хорошо. И самое главное для Насти не то, что о ней подумают, а о том, чтобы она была сама довольна своей работой и тем, что у нее получилось и как это удалось. Сегодня ответственность за организацию и проведение мероприятий на плечи героини нашей передачи легла еще больше. С недавнего времени она начальник районного управления культуры. В этой должности Настя уже полгода. Девушка рассказала нашей съемочной группе, как удалось ей добиться такого карьерного роста. Я четко разграничиваю личностное и работу. Очень часто сталкиваемся, да, мы в работе, что друзья, да, у меня творческие тоже друзья, у которых какие-то свои коллективы или еще что-то. И бывают такие моменты, когда друг, допустим, подготовил, ну, будучи там руководителем каким-то, подготовил какой-то номер, который мне не нравится, я его никогда не выпущу. То есть у нас четкое есть разграничение личностного и работы. Также это касается и в поселениях, ну, не только по поселениям, вообще. Наверное, это очень хорошо, и в нашей работе это очень важно. Второй момент я бы выделила. Как-то я вот с университета научилась все по полочкам раскладывать. Это мне еще тогда педагог. Был у меня педагог-куратор, она мне тогда, женщина, объясняла. Говорит, если не идет задумка, если тебе кажется, что ты вот себя изжила и ничего тебе вот нового не приходит, ты должна сесть, написать на листочке 107 вариантов. Вот как может пройти, допустим, то или иное мероприятие, 107 вариантов. И из этих 107, когда, говорит, ты его напишешь, обязательно выйдет тот, который тебе понравится. Либо он будет смешан, там, 5, 6, 7 воедино, вот так. И вот это я тоже считаю, мне помогло, потому что никогда не опуская руки, я всегда знала, что рано или поздно решение придет. Когда я только вступала в должность, я думала тогда, ну ничего, сейчас вот месяц пройдет, будет легче. Ну вот сейчас 2 месяца пройдет, будет легче. Ну и так каждый раз. И не заметила, как прошло полгода. Мне было сложно. Сейчас более, знаете, как я бы сказала, мне вопрос раз задали, ну как, вы въехали? Я бы сказала, что я влетела. Анастасия признается, что сложно работать в такой высокой должности. Периодами становится страшно. Посещает мысли уйти, все бросить. Здесь меня, конечно, поддержал муж. Его и уверенность во мне настолько сильная, что даже я в себе так не уверена, как уверен он в моем пути. Это проявляется во всем, и в работе, и в каких-то личностных моментах. То есть он полностью на 100% доверяет моим каким-то выбору, каким-то суждениям, по какому пути я пойду. И вот эта уверенность его не дала мне опустить руки. Мне стало страшно, что я его ожиданий не оправдаю, чем нежели своих. На работу с удовольствием, только так. Культура – это любовь всей ее жизни, признается Настя. Поэтому идет на нее с радостью и никогда не ждет пятницы, чтобы отдохнуть. Наоборот, готова трудиться сутками напролет. Бывают вот такие и шутки, и анекдоты, да, там, что вот живем от пятницы до пятницы. Скорее бы пятница, до выходные, да вот опять понедельник, сложный понедельник. Работая в культуре, я никогда не задумывалась ни о понедельниках, ни о пятницах. Максимум это то, что понедельник, он длинный день, потому что это планерки, совещания, там, да, еще что-то. Но это максимум. И никогда не было такого, чтобы я на работу шла как на каторгу. И мне кажется, наверное, это самое вот важное, когда ты любишь свою работу, отдаешь себя полностью. Такая важная составляющая в жизни любого человека, она должна присутствовать. Если же тебе туда идти не хочется, тогда надо менять сферу деятельности. Для коллег, с которыми Анастасия проработала более 3 лет, она так и осталась Настей, которая, несмотря на теперь уже руководящую должность, также остается с ними на одной волне. Настя, вот именно такой человек, мне кажется, ну если даже она еще выше будет по положению социальному, то все равно она не изменит свое отношение к людям, с которыми мы уже знакомы много-много лет, мы уже проверены какими-то проблемами, что друг друга никогда не подведем. Ну и еще я уверена, что
Настя сейчас у нас начальник управления культуры, и она всегда будет за всех своих работников, а защищать нас будет она. Ну, Анастасию Юрьевну я относительно недавно знаю, потому что я всего полгода работаю здесь. И когда я пришла, мы познакомились, она была режиссером, и мне показалось, она очень отзывчивой такой, она помогала, то есть к ней можно было обратиться, то есть мы сразу поладили, и потом она стала руководителем, как бы с ней просто можно по каким-то вопросам подойти, всегда поможет, подскажет, наставление даст какое-нибудь небольшое. Ну, то есть очень легко на контакт, очень хорошо работать с таким руководителем. Поддержка и опора Насти – ее семья. Муж, как уже сказала героиня нашей передачи, ее вдохновение. Он вселяет в нее еще большую уверенность. Жену свою Александр боготворит. Это тот случай, когда истинную любовь можно читать по глазам. Настя у меня как бы всегда была, есть целеустремленная. Как она всегда идет к своей цели, прям идет и идет напролом. Она как бы хозяйственная, детей любит, мужа, главное, любит, родителей любит. Как сказать, она у меня очень хороший человек. Муж и жена – одна сатана. Так говорится в одной старой поговорке. Это действительно так. Саша и Настя дополняют друг друга. Супруги оба занимаются творчеством. Он у меня очень творческий. Нам с ним в этом отношении, с характерами, мы очень схожи. Такой веселый в любой компании, да, душа компании, как принято говорить. Мне нравится, что он хватается за какие-то идеи и так к ним стремительно идет, несмотря на какие-то мои там комментарии, да, что я где-то не то чтобы против, а могу где-то осудить или сказать, что вот это ты не туда пошел. Он очень слепо идет к своей цели, то есть не слушая никого, никакой критики. Наверное, это ему дает сдвиг какой-то по его, да, профессии. Саша у меня также звукорежиссер. У нас с ним такие одинаковые профессии получили со временем. Александр известный в районе диджей. С недавнего времени он еще и блогер. У молодого человека свой канал, на котором уже достаточно много подписчиков. Основные темы, которые снимает для него блогер, это рыбалка, семейный отдых и проведение районных мероприятий. Конечно, в некоторых видео присутствует и его семья. Супруги признаются, что стараются реже соприкасаться в работе. Считают, что у каждого должно быть свое дело. Это сближает. Как раньше, уже работали же вместе с ней. Там были такие там стычки были там чуть-чуть. А потом, когда ушли, она в культуру ушла, я в другую в сферу ушел. Все, спокойствие и тишина. Дети, рассказывает Анастасия, не пошли по их стопам. Они предпочли заниматься брейк-дансом, а посещать музыкальную школу уже настояли родители. С детства своих детей прививала, я бы даже сказала, пихала, по-другому даже не выражусь, в различные секции, кружки, везде, где только можно. Когда дети стали подрастать, я стала видеть, что не везде у них то есть не везде есть тот отклик, которого я ожидала. То есть я стала понимать, что это не я, где вот там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Это совершенно другие личности, и у них есть свои желания, свои интересы. И как-то так вот получилось, что мы поставили такое, можно сказать, условие, да, одну секцию выбираем мы, как родители, в целях реализации, да, своих детей, одну секцию они, сами по своему выбору. Мальчикам-двойняшкам Марку и Даниилу по 10 лет. С первого взгляда бросается в глаза, как они похожи на своих родителей. Не общими чертами, а индивидуально каждый. Марк – копия папа, Даниил – мама. Даниил – отличник в школе, в музыкальной подает тоже большие надежды. Несмотря на то, что мальчик всего 2 года занимается игрой на фортепиано, он уже участвует в конкурсах различных уровней и побеждает. На сцену выходить уже не страшно. Концерты были, я стал дипломантом на конкурсе «Юный виртуоз», где играли этюды. Марк же отдает предпочтение брейк-дансу. Он уже маленький профессионал, может показать несколько сложных трюков. Еще братьям нравится кататься на самокате и велосипеде и просто гулять. Мальчики растут послушные, спокойно, рассказывает Анастасия, помогают по дому. Сами Марк и Даниил очень скромно рассказали о себе. В свободное время мы иногда играем в карты. Иногда убираемся по дому, моем посуду, по очереди. Один моет посуду, другой вытирает. Потом меняемся ролями. Иногда пол вытираем.
убираем за котом, ложим ему еду. Большую часть времени герои нашего репортажа находятся на работе. Детьми занимается ее муж. Он делает в учебное время с ними уроки, водит на секции и организовывает их досуг. Сегодня Марк и Даниил посещают детскую площадку при школе, а через неделю первый раз мальчики поедут отдыхать в детский лагерь «Алмаз». Как и в любой семье, у семьи Захарии есть свои увлечения и традиции. Они любят путешествовать и ездить на рыбалку. Досуг у нас сводится к... Очень он полюбил рыбалку в свое время, и меня к этому тоже приучил. Очень люблю этот отдых с семьей, когда выезжаешь куда-то там в Бичинчу или в Чимчу с ночевой, в палатках. То есть мы рыбачим, вывозим с собой детей, очень нам тоже это нравится. И отдых такой, как посещать районные мероприятия. Мы ездим, я езжу как по работе, да, а он как блогер снимает абсолютно все, потом монтирует, выкладывает и ну, там лайки, я не знаю, что подписчики там присоединяются. То есть это тоже для нас отчасти как бы досуг, не только работа, но и досуг. Мы тоже отдыхаем душой и телом, да. Анастасия – целеустремленная, уверенная в себе девушка. Она всего в жизни добилась сама. Постоянно работает над собой и не только в плане саморазвития, но и каждый день работает над своей внешностью. Уже несколько лет Настя посещает фитнес и правильно питается. Благодаря этому она добилась хороших результатов. Ну, работа над собой тоже это приходит все через голову. Я пришла к такому выводу, что многие там говорят, что вот нужно подстроить свой быт как-то или еще. Нет, все дело в голове, и только психологически мы можем себя настроить на изменение каких-то в себе моментов. В определенный момент мне перестало нравиться, там, как я выгляжу, и это все было через голову, и я за себя взялась. Длилось это около года, такого контроля, наверное, очень-очень жесткого контроля. Мне в этом помогли, у меня подружка, тренер, подруга, тоже мне в этом помогла. Вот. Но это дисциплина. Я все-таки прихожу к мнению, что это дисциплина, которая нельзя давать себе расслабиться. Стоит расслабиться, и все в тарарах. Собрать себе потом еще сложнее, чем в первый раз. Поэтому просто надо держать вот этот контроль всегда и расслабляться иногда, но по чуть-чуть. Тогда будет удерживаться. В завершении нашего разговора Анастасия поделилась с нами своими планами. Некоторые она, конечно, оставила в секрете, дабы не спугнуть удачу. Первая и важная цель – это выучить детей, дать им высшее образование. Мечта – купить дом и жить в нем одной большой семьей. Вообще, в идеальном я вижу себя, наверное, такой красивой старой бабушкой, я бы так сказала. Я хочу, чтобы наши дети, создав свои семьи, чтобы они были в нашей семье, не как приходящие, уходящие, чтобы мы росли все вместе, растили своих, продолжения, да, как бы рода, и чтобы вот этот большой дом был такой трехэтажный. На первом этаже мы, на втором один ребенок со своей семьей, уж кто там будет, Клава, не Клава, третий ребенок со своей семьей, и в каждом этаже выход свой. Ну, как бы своя такая, это такая вот мечта, которая, я надеюсь, когда-нибудь сбудется. В планах у нас работать. По работе мне бы хотелось, конечно, чтобы культура Ленского района развивалась. У нас очень много и в поселениях, и в городе очень много талантливых людей. Вообще Ленский район безумно богат такими неординарными личностями, такими очень талантливыми. Мне бы хотелось, чтобы там, за пределами нашего района, в республике и в Российской Федерации, их увидели. Анастасии Захарии всего 32 года, и она уже начальник районного управления культуры. Благодаря целеустремленности, настойчивости, терпению и огромному желанию идти вперед, она добилась карьерного роста, создала крепкую семью, родила детей, а еще создала себя, новую. Только сильный духом человек может добиться таких результатов. Сегодня Анастасия на достигнутом не останавливается и намерена идти только вперед.